Здравствуйте, дорогие подписчики! Мы продолжаем расшифровывать значения карт Таро. Сегодня мы поговорим вот об этой карте. Это четверка жезлов, и ее название «Свадебный танец». Поблизости от беседки, сделанной из 4 жезлов, крытых поверху гирляндой из виноградных лоз, мы видим молодую пару. Молодые люди подходят друг к другу, у них у обоих одинаковые одежды, длинные туники, у женщины красная накидка, у мужчины голубая. Мы видим то, что они подходят друг к другу. Они находятся на внутреннем дворе средневекового замка, который окружен крепостной стеной с башенками. Четверка жезлов – одна из наиболее позитивных карт отношений в Таро. Во многих колодах она изображает пару, празднующую свадьбу. Пара находится на открытом воздухе, что символизирует связь с природой и плодородие. Молодые клянутся друг другу в верности и преданности, находясь в беседке, крытой листьями. 4 жезла, поддерживающие балдахин, символизируют структуру и стабильность дома с 4 углами, а сам балдахин представляет собой защиту от непогоды и благословление с небес. 4 – это число целостности и стабильности, потому что с геометрической точки зрения 4 точки образуют тело. Существует 4 измерения физического мира: 4 угла комнаты или дома, 4 сезона, 4 главных направления, 4 евангелиста, 4 стихии и 4 масти младших арканов. Когда вы видите четверку жезлов в толковании романтических отношений, вы, вероятно, имеете дело с отношениями, основанными на традиционных устоях. Тот факт, что пара венчается на официальной церемонии, выражает приверженность обычаям и признание обязательного по закону социального контракта. Религиозные или духовные традиции играют важную роль на большинстве свадеб. Христиане часто вспоминают, что первое чудо Иисус совершил на праздновании свадьбы, когда превратил воду в вино. Эта история напоминает о том, что свадьба – это всегда возможность для важной, притом публичной трансформации, которая может быть отпразднована с великой радостью под звуки фанфар. Тот факт, что свадьба пары отмечается публично, также подразумевает, что молодые получили благословение и поддержку своих семей и друзей. Они не Ромео и Джульетта, вынужденные прятать любовь от враждующих семей. Надо отметить, что на карте нет руководителя церемонии. Ни раввина, ни священника, ни священнослужителей других конфессий. Это потому, что, согласно многим религиозным традициям, в истинный брак вступают исключительно невеста и жених. Церемонией может руководить третье лицо, но фактически только эти 2 человека в действительности вступают в брак. Если гости и свидетели присутствуют, их роль заключается лишь в том, чтобы поддерживать и одобрять пару в соблюдении их клятв, а не для придания свадьбе или браку законной силы. Традиционно четверка жезлов известна как карта завершенной работы.
Это значение нужно иметь в виду, особенно если вы планируете вступить в брак или заняты подготовкой к свадебной церемонии. Для многих пар подготовка к свадьбе может превратиться в настоящий кошмар. Им кажется, что все идет не по плану. До самого начала церемонии они не придают деталям значения, совершают ошибки, и члены их семей паникуют и спорят. Несмотря на это, каждая невеста выглядит в день свадьбы прекрасно, и каждая свадьба проходит гладко. В астрологии четверка жезлов ассоциируется с третьим десятком градусов Овна, где Венера, богиня любви и красоты, проливает романтический свет над простодушным в других обстоятельствах знаком.